The Bluetooth device is ready to pair. Добрый день, уважаемые наши участники встречи с Иосифом Михайловичем Дзелашинским, профессором, доктором филологических наук. Иосиф Михайлович, добрый день или добрый день, правильно, вот у нас вечер. У нас утро, у вас вечер, да. Да. Вот, Иосиф Михайлович, я все-таки, наверное, первый вопрос задам такой. Мы переживаем очень интересное время, да? И мне кажется, мир стал совершенно непредсказуемым. Это так? Вот ваше мнение какое? Ух ты, какой вопросик. Ну, первое. Мир, в принципе, очень предсказуем в целом. То есть логика развития человечества и разных его частей, что у нас была известна еще древним грекам, а уж нам тем более. Мы знаем, что человечество, как некая целостная система, двигается из некоего прошлого в будущее. По дороге забредает в разные стороны. Это прошлое называлось архаический мир, мир традиции, мир подчинения личности обществу, мир рабства и все такое прочее. Что я напоминаю, ну, нам с вами напоминаю Маркса, а юным девушкам, которые сидят на заднем фоне, да, напоминаю Маркуса и прочее. Да, мы движемся в какое-то новое будущее, которое, с одной стороны, может быть красивым и прогрессивным, ну, опять же, как его описывали всякого фантаста, либо ужасным и отвратительным. Главная проблема, как я понимаю, что если в принципе логика движения человечества понятна, то конкретные этапы очень непонятны. Почему непонятны? Потому что по ходу движения любого общества, российского ли, да, якутского ли, американского ли, всегда находится группа людей, которым очень не нравится двигаться в будущее. Им хорошо вчера. Они протестуют против будущего. И если в любом обществе количество людей, которым будущее не нравится, превышает некую величину, счетом примерно 25-30%, то тогда это общество тормозит и начинает пятиться назад. Знаменитая формула Ленина, да, шаг вперед, два шага назад, это об этом. Так вот, мы сейчас имеем ситуацию, когда во всем мире, ну, так называемом цивилизованном мире, я пользуюсь не очень политкорректной формулировкой, делю страны и народы на цивилизованные и нецивилизованные, это, конечно, не очень хорошо, но, в принципе, правильно. Имеется в виду золотой миллиард, который, наконец, достиг определенного уровня цивилизационного развития. Вот там накопилась масса людей, которым эта цивилизация не нужна. Они хотят вернуться в удобное старое время, где надо было подчиняться начальнику, где начальник распределял справедливо, по мнению начальника, распределял все, что можно было получить и прочее, прочее, прочее. Вот это центральная проблема человечества сегодня. Разрыв между теми, которые стремятся к будущему, сильно на хорошей лёжи, и теми, кому будущее не нужно. И вот я наблюдаю за разными странами, вижу, что, к сожалению, к моему личному сожалению, все больше и больше, которые боятся будущего и хотят вернуться назад. Вот центральная проблема человечества, если говорить на очень высоком уровне. Что касается конкретных стран, то здесь разные группы, разные соотношения, да, и разные модели достижения действительности. В России, по моему подсчету, примерно 20-25% хотят будущего, примерно 50% категорически не хотят никакого будущего, а хотят вернуться в далекое прошлое, а остальные не знают, что им делать. Вот картинка, если очень грубо, возможно, версия ответа на вопрос, который вы задаете. Спасибо, очень замечательно для начала нашего разговора, думаю. Но вот сейчас я хочу немножко вернуться в нашу действительность. Мы с вами, значит, вот благодаря, так сказать, интернету, благодаря тому Zoom записываем сегодняшний наш разговор. Вот у нас в Якутске в эти дни стоят 50-градусные морозы, да? Ну, сегодня чуть-чуть теплее, 45, кажется.
Вот, Иосиф Михайлович, да, вот образ Якутии, образ города Якутска, с чем он связан? Каким вы представляете нашу Якутию? Вы бывали у нас, поэтому, мне кажется, это тоже интересно, вот ваше видение, ваш образ нашей Якутии. Ой, ну давайте так. Если мое личное видение, то люди не должны жить в этих местах. Вот не должны и все. В этих местах должно быть вахтовое производство, если сильно нужно. Да, на земле, где люди могут жить чуть-чуть покомфортнее. Что в силу неких геополитических объективностей размещают форпосты в тех местах, где надо было скрепиться. Поэтому российские императоры и российские, скажем так, завоеватели очень быстро ставили ударение там, где надо было сказать, мы тут первые. Но, кроме того, в очень тяжкие места любили ссылать каторжников. Эти каторжники в тех местах стали как-то осваивать эту территорию. Я был в Хабаровском крае, я довольно много ездил, фактории были и прочее, да, которые ставили сознательно для того, чтобы сказать, это наша территория. Поэтому я исхожу из того, что, ну да, так получилось. Так, что люди должны жить в 53 градусах мороза, но это означает, что у них должны быть какие-то масштабные льготы, масштабные преференции, которые позволят им объяснить себе, почему они должны жить здесь, да, и сделать этот край как-то привлекательным. Вот сейчас, как я понимаю, и у российского правительства, не только у российского, у многих других правительств есть проблема, как объяснить жителям всякого рода городов и поселков, которые отброшены, отодвинуты от центров называемых цивилизаций, почему они должны тут жить. Вот я был в Канаде, там жители городов, которые находятся, ну, скажем так, на бывших индейских территориях, огромное количество льгот. Но самое смешное, у них не облагается налогами казино. Это означает, что каждый, кому надо проиграть деньги, едет туда. Да? В Америке для всех живущих в Аляске огромные льготы. То есть люди знают, что они здесь живут, да, и это ценится, это как-то признается и прочее. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день Якутск как город, якутская, скажем так, территория как социально-экономическая единица находится в каком-то промежуточном положении. Старые модели ссыльно-каторжной и осваивающей территории, видимо, перестают срабатывать, а новых моделей, которые позволят жить спокойно, позитивно, разработаны. То есть Россия пока не может предложить очень многим территориям, которые были освоены, достаточный уровень социального благополучия. Ну, я был на Камчатке, был на Сахалине, да, вот и у вас был. Господи, я еще только там не был. И везде, конечно, очевидно, нужна полная перестройка и отношений. Моя позиция вот такая. Я понимаю в некотором смысле и гордость, и уровень самоосознания людей, которые живут в этом крае, и всякого рода мифологии, которые создаются для того, чтобы оправдать свое пребывание здесь. Но мне кажется, что время, когда людей использовали для того, чтобы что-то где-то осваивать, ну, потихоньку уходит. Каждый имеет, как там в американской конституции, каждое право на жизнь и на желание счастья. Не к счастью. Как будет двигаться дальше, это зависит от очень многих факторов, о которых здесь пока, видимо, говорить не приходится. А вот, Иосиф Михайлович, вы как-то сказали, все стало медиа. А вот в этом мире медиа, как создаются вот образы регионов России? Вот вы как раз сказали, что вы были во многих российских регионах, чуть ли не во всех, да, и вот вы вот с точки зрения центра Москвы, вот как эти образы создают эти новые медиа? Вот давайте так договоримся, что
медиа, старые медиа, традиционные медиа, сетевые медиа и прочее, прочее, это все выдумки ученых. Будем рассматривать медиа как некоторую целостность, Как целостность. которая является, да, целостная, как людям помощь или самоопределение. Очень люблю. Ну, скажем так, главная задача, которую решают любые медиа, это найти способ решения проблем, которые стоят перед ними, и помочь им в самоопределении, оправдании иногда и так далее, и так далее. Это в целом. Возвращаясь к вашему вопросу. Каков образ в сознании произведения? Мне для этого понадобится, конечно, провести специальные исследования. Мы проводили такие исследования для Чукотки. Но заказ, когда Абрамович был губернатором Чукотки, он нам дал такой заказ, и мы провели такое исследование. Анализирует практически все, что федеральные медиа писали о Чукотке, нарисовали портрет, отправили. И мы руководство, тогдашнее руководство Чукотки. На ощупь, приблизительно, без статистики, я могу сказать, что кроме каких-то центральных регионов типа Петербурга, Екатеринбурга, Ростова и Новосибирска, может быть, все остальные регионы России производятся в медиа на уровне мифологии. То есть никто, в принципе, не знает и, самое, мне кажется, неприятное, не интересуется, а что там происходит на самом деле. Воспроизводятся некие стандартные мифы: ой, страна великих замечательных людей и больших алмазов. Да, все, да, но тем не менее люди работают, не покладая рук. Всякая фигня, извините выражение. Потому что журналисты у нас, я вас спросил, будут ли журналисты. Я очень люблю журналистов. Журналисты люди нелюбопытные, не умеющие думать, поэтому пишут они не то, что реально можно узнать, изучая некие процессы, а воспроизводят некие мифы. Да, там Якутск, форпост Родины и прочее, прочее. По крайней мере, тем текстом, что мне удавалось так мельком где-то пробежать, идет чистая воды мифология. Долго ли так будет продолжаться? Это зависит, видимо, от того, в какой мере то, что называется общественность региона. Я в данном случае говорю только не только о вас, потому что мы анализировали Калмыкию, мы анализировали Кавказ по некоторым деталям, ряд других регионов, и мы все время видели, что образы этих анклавов, назовем их так, адекватны тому, что происходит там на самом деле. И вина в этом, мне кажется, не столько самих медиа федеральных, которые ленивые и нелюбопытные, а в пользу старой интеллигенции, общественности тех анклавов, о которых мы с вами говорим, в частности вашей. То есть нет сильного голоса социальных сетей о том, что мы, какие мы на самом деле. Симфония между федеральными и региональными медиа должна быть достаточно взвешенной. Тогда мы не будем иметь стандартный набор мифов, а будем иметь более-менее целостную картину. Я, например, не видел ссылок федеральных медиа на тексты, появившиеся в якутских медиа. Нет таких ссылок. Почему нет? Это предпринимать. Да, вот вы очень интересное замечание сделали. Правда, это так и есть. Да, центральные российские, они не делают ссылок на наши, и больше там публикуется негативное. Если здесь произошло какое-нибудь событие, естественно, это становится, так сказать, на повестке дня центральных СМИ. К сожалению, это так. А вот, Исуп Михайлович, 2020 прошел. Вот каковы итоги для журналистики российской? Вот у нас традиционно в Московском государственном университете проходит конференция журналистика 2000 вот каком-то, естественно, в этом году 2020. Да? Вот. Вы активный участник конференции, так что вот очень интересно ваше мнение о журналистике российском в 2020. Ох, слушайте вы меня. Ох. Я думаю, надо развести две вещи. Первое,
или происходило в российской журналистике в 20 веке, и чему посвящена конференция. Я, что человек уже пожилой, и был почти на всех этих конференциях. И выступал и на пленарных, и на секционных, и на таких, и на всяких. Несколько лет вообще не выступал. Такой был у меня маленький. В этом году я решил опять немножко итог из любви к Виктории Васильевне Ученовой, с которой был хорошо знаком, я там решил что-то немножко сказать. Ощущение, что тематика конференции, Всероссийской конференции не имеет никакого отношения к тому, что происходит в российской журналистике на самом деле. Сегодня в российской журналистике происходит эрозии жесткого развития журналистских практик с точки зрения отношения к происходящим в стране событиям. Мы имеем небольшое количество журналистов и очень небольшое количество изданий, которые пытаются действительно разобраться в происходящем. Их называют оппозиционными, агентами и все такое прочее. Иногда хлёст критический, это тоже понятно, в силу того, что они поставлены такие условия. Немного. А вся остальная журналистика абсолютно сервильная, абсолютно прикормленная, абсолютно подлая и гадкая. Я очень грубо, точно и жестко говорю об этом. Никаких сомнений в моем представлении. То есть достаточно включить любой федеральный телеканал, чтобы увидеть, какие неприличности языка рвутся, не буду их обозначать, чтобы видеть людей, которые по недоразумению журналистами, да, занимаются всякого рода деятельностью. Однако дело не только в федеральных каналах, которым за их деньги вести, но мои наблюдения от региональной прессы показывают примерно то же самое. Абсолютное безразличие людей, минующих журналистов, тем реальным событиям, которые происходят в их регионах. Они пишут то, что им говорят. По нашим данным, примерно от 60 до 80% текстов, появляющихся сегодня в региональных СМИ, это тексты, подготовленные в региональных администрациях. Это либо пресс-релизы, чуть-чуть обработанные, либо просто готовые тексты, которые им прислали, и которые они размещают, но иногда подписываясь фамилией журналиста. Эта практика есть и в федеральных СМИ, в Московском комсомольце, в ряде других, что ж там греха таит. Но там это хоть как-то аккуратно делает. А вот что касается региональной прессы, то мы получили совершенно четкое разведение журналистского сообщества на тех, кто помнит о своей миссии, да, быть, скажем так, сторожевым псом, кто стал домашней собачкой. Поэтому где представляется, это центральная проблема. Ни единого доклада, по крайней мере, по названиям, который посмотрел в программе на эту тему, на конференции в МГУ нету. Может быть, конечно, кто-то будет внутри говорить об этих вещах, но, скорее всего, мы все с вами чисто, как бы это поаккуратнее-то выразиться, традиционно говорим, да, есть кое-что, да, социальные сети на 12,5% увеличили то, все, и 5, 10. Ну, что делать, да, научные работники тоже люди служивые, они все работают в государственном университете и так далее, и так далее, и так далее. Вот, извините, мой ответ примерно такой. Сейчас российская журналистика прошла, мне кажется, развилку, и дальше, ну, дальше мы с вами, конечно, посмотрим. Ну, ладно, пока я эту тему прикрою. Хорошо. Вот очень жесткая оценка, конечно же, да, Иосиф Михайлович, но вы, наверное, правы вот о оценке нашей региональной в том числе. Но вот как бы золотое время журналистики, это 90-е годы, многие же так утверждают, и Да. так и есть, так и было. Вот, к сожалению, это все в прошлом. Но вот что тогда ждет, вот я тут уже хотел бы спросить, региональную журналистику что ждет? Значит, на какие издания, на какие каналы нам ориентироваться? Ну, журналистам, практикующим, вот назовите, пожалуйста, какие
СМИ, во всяком случае, вот на ваш взгляд, отвечает тем высоким требованиям журналистики настоящей? В 2000 году мы провели очень большое исследование региональных медиа России. Мы выделили 6 основных групп. Группа придворных, то есть это регионы, где вся пресса находится в кармане у власти. Да, группа рыночных, ну, допустим, Екатеринбург, Петербург, там, где журналисты и СМИ ориентируются на рынок, на аудиторию, на необходимость соответствовать в своих текстах интересам разных групп населения. Да, группа, скажем так, политизированных, тогда это была, когда все медиа сражались за определенную политическую повестку. Но я не помню про Якутию. У меня там стоит отчет вот такой толщины. Если сильно надо будет, я найду. Но на сегодняшний день, как мне представляется, по территории России, в регионах, разбросаны некоторые удивительные издания и удивительные люди, которые пытаются сохранить вот ту интенцию, тот внутренний стержень свободной журналистики, который закладывался в 90-х годах. Ну, например, Барнаул. Такой удивительный анклав, где работает медиахолдинг Пургина Юрия. Тех, кому будет интересно, загляните. Газета называется «Новый курс». При них есть небольшая телекомпания «РАС». Вот они пытаются, несмотря на то, что, что происходит в Барнауле, так же, как в стране, в принципе, понятно, но они пытаются жить и действовать не просто сообразно обстоятельствам, а сохраняя и в своих изданиях, у них несколько изданий, и самое главное, в своей душе, некий такой импульс нормальной профессиональной журналистики. В Челябинске есть несколько изданий. Господи, Хиршин забыл. По-моему, Челябинск рабочий назывался. Там тоже свои завихрения есть, националистические, скажем так. Но все-таки, то есть, да, в некоторых регионах России по-прежнему сохраняются и издания, и редакторы, и журналисты, которые помнят о том, уже извините за слово, своей профессиональной миссии. Да, быть сторожевым псом, быть создателем самоопределения людей и так далее, и так далее, и так далее. Но в массе своей я вновь вынужден с огромным огорчением сказать, что ничего даже близко похожего на 90-е годы в региональной прессе нет. Я помню, мы тогда очень много ездили по стране, проводили тренинги, семинары для региональных, читали, выступали. Это было золотое, конечно, время. Я публиковался очень много тогда. А потом вдруг все стало понятно, что, ребята, надо как-то меняться, куда меняться, как меняться. Ну, в общем, пока вот мы сейчас имеем ситуацию, множество знаков вопросов. Вот, Изя Михайлович, как бы это и в продолжении, но вот у вас есть очень много интересных работ, я бы так сказал, даже таких глобальных, да. Вот мне очень понравилась ваша статья «Медиа-карнавал в эпоху глобализации», да. Вот как вы еще раз вот для нас сейчас, для нашей аудитории объяснили, что такое медиакарнавализация с вашей точки зрения? Спасибо. Ну, эта статья родилась как первая попытка в чем-то разобраться. Сейчас у меня есть книга, очень толстая книга об этом. На моем сайте, называется «Дзялаш.ру», если кому-то будет интересно, размещены многие эти материалы. Значит, что я имею в виду? Человечество в ранних этапах своей жизни находилось в, скажем, трудных жизненных условиях. То есть нужно было добывать пищу, добывать минимум комфорта, надо было очень много работать. Да, работа занимала 12-16 часов в сутки. Поначалу, естественно, никаких выходных люди не знали как таковых. Первый субъект, кто сказал, что хотя бы один день в неделю должен быть свободный, был Моисей. Знаменитый «Спасибо, в субботу запрещается работать». А на самом деле я разговаривал с раввинами,
на эту тему. Было в моей жизни такое тоже. Ой. Они мне объясняли, что речь идет не о запрете работать человеку, а о запрете работодателя заставлять людей работать. То есть был нужен какой-то отдых. Надо было думать о чем-то прочем. Но по мере того, как люди осознавали жестокость и невозможность организации жизни, они стали придумывать себе праздники. Вот слово «праздник» от слова «праздный». Да? Я помню, со своей дочкой бегал по утрам, было в моей жизни такое, и как-то во время бега зашел разговор, а что, завтра праздник, сказала дочка, ей было лет 10. Дочка мечтательно сказала: да, не надо работать. Я говорю: ты-то при чем тут? Нет, пап, но все равно праздник, это значит, не надо ничего делать. Значит, люди стали придумывать праздники. Им помогали жрецы, которые, естественно, устраивали праздничные дни, посвященные каким-то там богам. Потому что жрецы тоже были умные люди, понимали, что нельзя человека мучить всякими прочими делами. Праздников, в частности, Диониса, впоследствии да, стали устраивать большие попойки. Дионисийские игры, или Сатурналии римские, сопровождались кучей всякого веселья, включая абсолютно свободный секс, наконец-то, да, выпивка, еда и так далее, и так далее. То есть, короче, мысль моя очень проста. Люди придумали нечто карнавала для того, чтобы хоть немножко вырваться в мир нормальной жизни, а не в мир отупляющей, тупой, идиотской работы на чужом поле. Потому что на карнавале и на Сатурналиях рабы были свободными на время. На время праздника, более того, царем любого карнавала был раб. Его потом убивали тихонечко. Но дело и правового замещения ненужной в жуткой трудовой деятельности возникло в очень древние времена. В 400 не было никаких карнавалов, церковь христианская запретила все, надо было молиться и поменьше есть, аскеза, любимое дело христианства как такового. Но во времена Средневековья потихонечку накапливалась, опять же, эта ненависть тупой деятельности, и постепенно церковные праздники стали играми, стали петь, плясать. Те, кто читал собор Парижской Богоматери, помнят, на которой плясали шуты. И, кстати, там же была эта цыганка, да, и священник из собора вышел и всех разгонял, типа сволочи вы все, сейчас всех поубиваю. То есть я как-то посчитал, в позднее Возрождение 52 праздника было во Франции, больших. То есть люди научились прятаться от трудовой деятельности в эти праздники. Я к чему? По мере развития общества объем труда становился меньше, добились 8 часов. Ну, те, кто читали, уже не знаю, я в детстве, в юности прочитал всего Золя, со всеми этими ужасами, которые написывал по поводу труда в тогдашней Франции. 6 часов, дети с 10 лет работают. Кстати, сейчас в Индии, в Африке дети работают, они не учатся. И те замечательные вещи, которые мы носим, если они сделаны в Малайзии, во Вьетнаме или где-то, это дети. Ну вот, 8-часовой рабочий день, стало больше времени, возникла массовая культура, да, стали читать газеты. Я помню, Карл Маркс хвастался тем, что его газета «Neue Rheinische Zeitung» получила тираж 2000 экземпляров. Это было жутко много. А потом пришел Херст, Пулитцер, а 2 миллиона, а 4 миллиона, а запросто. Пустяк, глупости стали читать, но появилась ниша, чтобы занять себя в освободившееся время. Но не абсолютно же думать, да, человеку, у которого минимум образования, и который умеет делать простейшие, да, операции. Я напоминаю на всякий случай, что Форд писал, если человек не может в 10,5 минут научиться работать на конвейере, его надо выгонять. Да, вот, крути гайку слева направо, а ты справа налево. Научили тебя и
просто от этих людей требовать чего-то было нельзя. Очень быстро иду к нашему времени. Теперь смотрите, огромный объем свободного времени. Более того, на работе люди ни черта не делают. Я вас, ребята. Мы провели в Москве исследование большое по заказу большой организации. Сколько времени действительно работают в офисе сотрудники? 3,5 часа максимум. Все остальное время фигней. Перепис. Жены пишут мужьям, звонят детям. Ты покушал, Вася? Да. Разговаривают с подругами, шляются по офису, в интернете что-то смотрят. То есть тратят 6 перекуров в течение рабочего дня, по 10 минут каждый перекур, плюс чашечка кофе, 20 минут. Ну, в общем, короче, реально человек работает 3,5 часа. Остальное время он занимается фигней. Я сейчас тех, кто работает на большом производстве, там нефтяники, да, самые, те, кто занимаются сталелитейными производствами, кстати, там тоже бывал в этих местах. Но, тем не менее, что делать с этим временем? Варианты. Доставать и сопротивляться, требуя повышения зарплаты. Ну, это святое дело. Нигде, никогда никого не удовлетворяла их зарплата. Вот и закон природы. Второе. Да, читать книжки. Ну, да вы что? Какие книжки? Даже надо напрягаться. Я написал в течение своей жизни, ну, лет 30, ниже к 30, наверное. Время от времени я даю свои книжки своим любимым братьям и сестрам. У меня их 5. До 30 вот что тебя считать невозможно, даже думать надо. Примерно так. Что остается? Остается играть. Люди играют. Против черта крестики-нолики. Они играют в жизни, в секс, в романтику, в покер, например. Они смотрят за играми других людей. Когда королевская свадьба проходила в Лондоне, 1 миллиард людей по земному шару по телевизору смотрят. Как это? Ребята, вам это зачем? Какое ваше собачье дело до того, как королевский отпуск женится? А футбол? Это же все ненормальные люди, да? Слово «фат» означает ненормальный человек. Это же очевидно. Огромная орава людей, как говорил Хаттабыч, смотрят, как 22 кретина гоняют один мячик. Это о чем? Так вот, моя мысль очень простая, я затянул ее. Сейчас грядет эпоха освобождения людей от труда. Роботизация. В Германии 12 с лишним % людей полностью освобождены роботами. Причем хорошие роботы и квалифицированные люди. По данным германской промышленности к 2025 году, сейчас мы имеем 2021 год, до 70% трудовых операций будут выполнять роботы. Ну, понятно, Германия продвинутая страна и прочее. Примерно та же самая ситуация в Америке, там чуть поменьше. Ну, вы понимаете, робот – хороший работник. Он не просит зарплату, он не бегает пить кофе, он честно и спокойно работает. Причем уровень квалификации роботов чрезвычайно высок. Я думаю, вы уже знаете, что в ТАСС есть роботы, которые делают прекрасные сводки криминальных новостей, финансовых новостей, в РИА Новости, или как там нынче называется. По данным, опять же, немецкой прессы, до 80% информации примерно к 2025 году, ну, некоторые говорят, ну не к 2025, к 2027, 80% будут делать роботы-журналисты. Вопрос, что делать всем остальным? Да. Я пришел к выводу, что они будут играть. Уже сейчас огромные объемы и компьютерных игр. Насколько я знаю, то ли 5, то ли 15 миллиардов долларов стоит бизнес компьютерных игр. Я сейчас, загляните в интернет, там есть точная цифра. Это многомиллиардный бизнес. Люди тратят огромное время на эти игры. Плюс всякие игры типа захвата Бородина или фиг я знаю, как это называется. Огромное количество взрослых людей делают себе латы, одеваются с деревянными копьями, бегают друг навстречу другу. Не стыдно? Не стыдно. Я вот снимаю вопросы настоящих карнавалов. Бразильский. Год вся страна готовится к карнавалу. Центральное событие страны.
Я понимаю, это бизнес, огромный бизнес. Приезжает огромное количество туристов, которые смотрят, обалдев от красавиц с грудью 5-го размера, да, целых 3 дня можно это смотреть, и даже не только смотреть, насколько мне говорили. Венецианский карнавал, миллиарды долларов. Я понимаю, что это бизнес, но это бизнес на чем? На том, что людям некуда девать время и деньги. Ну, дальше мой прогноз очень простой. По мере дальнейшего освобождения человека от труда, от осмысленного труда, да и от другого тоже, он начнет играть, и вся наша медиа-система превратится в сборище всякого рода игровых технологий. Да, вот вам, не морочите нам голову. Ну, печальная перспектива, если Михайлович, вы нам нарисовали. Да, спасибо за слово «печально». Я специально обострил ситуацию и написал уже несколько статей. И тогда я хочу, чтобы кто-то начинал думать, правда. Нет, ну правда, а что сейчас? Ведь это уже близко. Вот молодых детей там сзади, наш коллега постарше еще будет работать головой и руками, а они ведь будут заменены роботами, пусть даже не сомневаются нисколько. Значит, что дальше делать? Надо находить решение. Останавливать прогресс роботизации невозможно. Это вопрос снятый. Уничтожать людей, есть такая теория тоже есть, да, типа этот вирус придуман для того, чтобы умертвить некоторое количество людей. Я не верю в эти теории. Понимаете, это все глупости светлые. Но что-то же надо делать с тем, что миллиарды людей наконец-то освободились от бессмысленного тяжелого труда, но взамен им ничего не предложили. Вот вопрос, который я поставил. А дальше, наверное, кому-то надо размышлять. А вот Илон Маск предлагает, мне кажется, свой выход, освоит Луну, Марс и другие планеты. Это тоже, наверное, один из вариантов. Отличное напоминание, да, спасибо. Да, мне очень нравится эта мысль. Ну, конечно, людям нужны сейчас те места, где они могут проявить свой личный героизм, потому что у нас с вами есть потребность быть героями. Еще одна мотивация для любой игры, там можно себя проявить, можно что-то выиграть, стать победителем, ну хотя бы виртуально. Илон Маск, конечно, предлагает любопытную вещь, но у меня такое подозрение, что, во-первых, люди, которые полетят на другие планеты, будут нести с собой... Меня слышно, да? Слышно, слышно. Ну вот, люди, которые полетят на другие планеты, повезут с собой все свои стереотипы, повезут с собой все модели социальной организации общества. Это будут эти же люди. Правда, может, по образованию и по энергичнее и так далее. Второе. Ну, сколько можно увести людей? Ну, сколько? Ну, 10 тысяч. Ну, 100 тысяч. В это я уже мало верю. А мы с вами 7,5 миллиардов здесь сегодня остаемся. Значит, надо искать какие-то наши резервы. Не знаю, вот нужны какие-то совершенно фантастические идеи. Моя голова пока ничего такого породить не может. Но я в данном случае ставлю диагноз. А как будем дальше думать? Ну, вероятно, нужны какие-то коллективные усилия. Ну, что ж такое. Да. Исаак Михайлович, вы охарактеризовали наш мир как бы цивилизация Маклюэна. Или переход к цифровой, да, вот примерно, Да. вот, да, вот насколько актуален Маклюэн сегодня, потому что вот я слышал одно исследование, что по цитатам, да, по цитируемости Маклюэн стоит на первом месте среди российских исследователей масс-медиа, потому что меня вот он очень интересует. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо за то, что вы читали кое-что из моих работ, потому что эту свою выдвинул несколько лет назад о том, что существует нечто, что я называю информационно-коммуникационный универсум. Это некая целостная система, которая похожа на природу, на биоценоз. От нас с вами она практически не зависит. И моя первая книжка называлась «Солярис», по-моему, да, где я писал о том, что система массовых коммуникаций, как «Солярис», был такой у Станислава Лема
образ океана мыслящего, который порождает всякие фантомы. Это означает, что средства массовой информации – это не функциональная система, которой мы управляем. Это очень сложная самоуправляемая система, которой нами управляет. Как это делается и прочее, я описал, пересказал. Я просто о том, что этот универсум развивается по собственным законам. Я попытался нарисовать схему этого развития. Да, от первого уровня устной коммуникации, когда люди обменивались только устно и жестово, да, то есть это некая такая межличностная коммуникация. Потом через рукописную коммуникацию, через папирусы, да, и так далее, и так далее. Мы подошли с вами к Маклюину. Маклюину надо сказать огромное спасибо за то, что он четко сформулировал особенности телевизионного мира. Мира, в котором телевидение отменяет печатную коммуникацию. Не совсем, чтобы отменять, но 37% россиян вообще ничего не читают. То есть вы услышите, да, не читают. Они смотрят телевизор и пробегают. Нет, ну я погорячился, конечно, они тексты не читают, смс-ки, но чтобы они читали серьезные книги и прочее, это разговор. Значит, концепция Маклюина ориентировалась на его видение телекоммуникации. Он полагал, что да, человек в рамках телекоммуникации становится тем же, каким он был во времена прошлые. У него тоже самое появляется возможность входить в личный контакт и прочее, прочее. Дальше я выдвинул идею вот той самой новой цивилизации коммуникации. Господи, как же я назвал, ты уже забыл даже, собственно, теорию. Слово такое замечательное. Но пока не важно. Так вот, возвращаемся к Маклюину. Я думаю, что вклад Маклюина очень переоценен. Существенно переоценен. Что Маклюин, так же, как и люди, воспевавшие в свое время телеграф и телефон, или радио, тоже должен быть с огромными почестями, да, поставлен в музей, где надо ему возносить хвалу за то, что он открыл некоторые особенности, да, и постепенно надо идти к анализу новых схем развития информационно-коммуникационного университета, да, когда человек будет напрямую подключен ко всем каналам коммуникации, ну, через чип, там, через то, когда мы с вами будем напрямую включены в систему опознавания лиц, да, вот сейчас Microsoft демонстрирует очередную свою разработку, который позволит нам менять свой образ, создавать свой аватар реальный и прочее, прочее, прочее. Все это казалось фантастикой еще недавно, но теперь это становится вполне, что называется, реальным. Есть такие прогнозы Курцвейла, Рэй Курцвейл, это руководитель программы развития Гугла, где он по годам расписывает наступление, вспомнил, цивилизация сингулярности. Вот. В моей работе там где-то описано. Это та цивилизация, где искусственный интеллект полноправно войдет в функционал человека. То есть, очень аккуратно говорю, человек и искусственный интеллект будут партнерами. Курцвейл говорит, что ничего подобного, что искусственный интеллект станет хозяином человека. Я здесь тоже не исключаю, но меня важно другое. Хватит цитировать Маклюина. При всем глубочайшем к нему уважении, да, мы должны размышлять не о том, что происходит в телевизионную эпоху, которая уже закончилась, смотрит все меньше и меньше людей. Да, смотрят, конечно, телепередачи в смартфоне, в мобильном интернете и прочее, прочее. Но это уже не то, когда семья собиралась и смотрела телепостановку. Поэтому нам с вами надо начинать размышлять о принципиально новых моделях коммуникации, которые нарождаются сейчас. Я сейчас пишу очередную новую книжку, где пытаюсь сделать набросок новых систем взаимоотношений между индивидом и этим новым миром сингулярности. Как он будет, какие стратегии вписывания и прочее. Не знаю, что получится, но я благодарю вас за этот вопрос, потому что я давно уже говорю. Огромное спасибо Маклюину, но давайте двигаться дальше. Отлично. Ну, Иосиф Михайлович, мы работаем уже где-то около 50 минут.
хотя вот звук иногда как бы идет прерывисто, но в целом пока интернет выдерживает наше, так сказать, общение, да. Вот, но я хотел бы перейти все-таки к нашим студентам, магистрантам. Они, наверное, хотят тоже задавать вопросы. Вот изъявлял желание Иннокентий Киринский. Иннокентий, вы же здесь, пожалуйста, можете задать вопрос. Иосиф Михайлович, пожалуйста. Иннокентий. Добрый день. Ага. Добрый день. Ну, очень было интересно слушать, и при ходе вот вашей лекции и выступления тоже появлялись другие вопросы. Но, как говорится, мне выпала честь первым задать вам вопрос. Да, вот, Иосиф Михайлович, как вы считаете, и какое ваше мнение, да, по нашей сейчас ситуации, у всех на устах, и вы коснулись пандемии, да, насколько повлияла ситуация пандемии COVID-19 да, на развитие журналистики, как она повлияла? Угу. Ну, пробую ответить. Ничего нового я вам не скажу. Мое ощущение, что никак не повлияло. То есть журналистика, по крайней мере, российская, какая была, такая и была. Для того, чтобы помогать людям принимать эффективные решения, она спекулировала на теме ковида, или ковида, где-то ударение делать, я не очень помню до сих пор. Да, рисовала всякие ужастики, подчинялась власти, когда нужно было восхвалять российскую вакцину и ругать, и так далее, и так далее, и так далее. Я такого мнения об этических качествах многих журналистов, но тема ковида показала еще раз, что журналисты не рассматривают себя как людей, кто должны помогать людям принимать эффективные решения, как людей, кто должны зарабатывать на скандале и на сенсации. Вот такая пока ситуация с ковидом получилась. Спасибо. Сейчас вот Олеся Нет, Сосина. то есть, Иосиф Михайлович, вы обнажила, скажем, да, ситуацию? Да, спасибо вам за это слово, совершенно верно. Обнажила. Да. Олег Гаврилович, можно задать? Да, пожалуйста, Олеся. Ага. Иосиф Михайлович, здравствуйте, меня зовут Олеся Сосина. У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, в чем отличие и сходство журналиста от блогера? Олеся активный блогер. Я верю. Олеся, скажите, пожалуйста, а какая книжка перед вами сейчас лежит? Перед мною полная трансформация 56 техник, которые изменят вашу жизнь. Олеся, закройте и не читайте. Ну да, я только... Единственный способ изменить жизнь – это думать над ней самому. Все эти шарлатаны, которые советуют простые техники воздействия на себя и на других, да, они наживаются на нашей вере в то, что можно очень быстро чему-то научиться. Сейчас. Я веду техникам манипуляции. Вот скоро у меня начнется этот курс. И туда мне записывается огромное количество людей. А я им сразу говорю, знаете, я не буду вас учить манипулировать. Я буду вас учить защищаться от манипуляций. Половина исчезает сразу. Люди хотят быстро научиться как-то управлять собой и другими. Быстро не получится. Это мой маленький комментарий к этой книжке. Теперь по поводу вашего вопроса. Я исхожу из того, что в глубоком социальном смысле между блогером нет никакой разницы. Люди, которые внутренне ориентированы на то, чтобы помочь людям принять эффективное решение. Или помочь людям что-то понять и осознать. Разница исключительно правовая. Да, журналист в штате зачислен, то есть в соответствии с законом некие права, некие обязанности. Блогер в этом смысле свободнее немножко. То есть он не в штате, имеет право работать без всякого редактора, над ним нет цензора и так далее, и так далее. Но с другой стороны, у него и меньше прав. Да, может потребовать, чтобы его где-то там аккредитовали, не может ходить на встречи с губернатором и прочее, прочее. Как блогеры обходят это? Я знаю несколько замечательных историй, поведаю вам их. В Петербурге есть, ну, может, уже его и нету, был блогер, который пошел
зарегистрировал свое издание, сам себе редактор издания под названием «Кот и пес», по-моему, что такое? Или ниндзя, черепашка. Сделал себе огромное удостоверение, пресса, главный редактор, и с этим удостоверением ходил на все пресс-конференции. Это просто к тому, как можно обойти вот эти различия. Но тут сразу возникает у вас ответственность перед контрольными органами. Да, поэтому давайте еще разочек. С точки зрения социальности, социального статуса и смысла работы я не вижу разницы. Все занимаются одним делом. Не текстами, а оказанием содействия людям принять эффективные решения. С точки зрения отношения государства, ну, так сложилось в России, что есть издания, которые вот зарегистрированы, а там тоже масса глупостей в этом законе, я же пока не трогаю. А есть вот некие свободные люди, которые пока свободны. Спасибо. Пока Спасибо. Сейчас Евдокия Ефимова хотела задать вопрос. Евдокия, вы здесь? Убежала. Тут у меня в чате вопрос, по-моему, есть. Сейчас, да, в чате я могу зачитать. Это задает Алексей Соколов задает. В свете последних событий вокруг Навального назревает два вопроса. Ваша оценка, насколько умело его команда использует современные масс-медиа в своей работе? И второй вопрос. Насколько серьезно все происходящее может сказаться на политической ситуации в стране? Актуальный вопрос. Крутые вопросы. Да. Ну, на всякий случай напоминаю, что мы с вами сейчас работаем во вполне официальном издании. Это ведь журнал зарегистрированный, правда? Правда. Поэтому если что-нибудь ляпну из выражения, то журнал могут прикрыть, чего мне бы, конечно, не хотелось. Поэтому я скажу очень аккуратно. Первое. Команда Навального очень профессиональная команда. Они очень хорошо знают возможности современных электронных СМИ, не только телевизионных, скажем так, не только как делать картинки, но всех технологий. И когда Навальный, ну, с помощью других профессионалов, собрал информацию о тех, кто его травил, нам было показано, какие есть технологии работы с большими данными, как это можно использовать и прочее. Снимаю вопрос о том, в какой мере это хорошо или плохо, это не наша с вами проблема. Поскольку мне был задан грамотный вопрос о технологиях, я полагаю, технологии очень эффективны и вполне соответствуют тому уровню той цивилизации, да, о которой я уже говорил. Они работают в другом мире. И поэтому они, конечно, выигрывают. Вот, это первое. Что касается влияния на политическую ситуацию, ну, извините, и пусть не Навальный сменит, я думаю, что никак не скажется. Я полагаю, что до тех пор, пока достаточно значительное количество людей не осознает необходимость каких-то перемен, никаких перемен не будет. В данном случае мы имеем ситуацию с небольшой группой людей, которые уже осознали, и, мне кажется, слишком рано пытаются раскачать, ну, может, что-то и будет, но они верят в то, что с помощью медиа, с помощью средств массовой коммуникации можно добиться изменения сознания. Сознание больших масс людей не меняется под влиянием медиа, оно влияется под влиянием жизни. А жизнь многих пока еще их устраивает. Поэтому, несмотря на все мое глубокое уважение к усилиям группы Навального, что, ну, видимо, исторически они были нужны, и когда-нибудь им скажут спасибо, но как дальше повернется, я пока не берусь судить. Хорошо, спасибо. По-моему, Ольга хотела, да? Ольга Пашкевич, пожалуйста, вопрос вы хотели задать, да? Добрый день, Иосиф Михайлович. Добрый день. Я знаю, что вы, в общем-то, много лет преподаете, работаете со студентами. И мне интересует, как вот преподавателя тоже, интересует такой вопрос. Отличается ли вот поколение нынешних студентов, по вашему мнению, по вашему видению, от тех, с кем, скажем, начинали работать? И какие эти отличия? В чем они? Может, в чем-то сильность этих нынешнего поколения?
Хороший вопрос. Но вы еще юная девушка, скажем так. Не по поколению, мое поколение 68-го, 69-го года, 1900, конечно. Значит, генеральное отличие заключается общее. Заключается в том, что люди, шедшие или поступавшие тогда на факультет журналистики, в массе своей искренне верили в то, что они занимаются очень благородным делом. Мы ни разу, никто никогда не спрашивали, сколько стоит, какая зарплата, да, пошлют ли в зарубежную командировку. Ну, было у нас 3-4 человечка, я их помню, они все сейчас в Государственной Думе, да, они все знали, куда пристроиться, кое-кто министром побывал. Вот. Но, в принципе, в массе своей нам было ужасно интересно. И мы бегали по заданиям, по всяким. Я с первого курса сотрудничал с прессой, бегал там по ВДНХ, писал репортажики, ездил в какие-то командировки. То есть у нас было ощущение, что нам жутко в этой жизни повезло. У нас не просто интересная работа, у нас значимая работа. А когда мы на семинарах обсуждали тексты Аграновского, Константина Симонова, который иногда вдруг что-то публицистическое писал, Анатолия Аграновского, я имею в виду, старшего, то мы просто говорили, вот это настоящее. Ну, есть, конечно, всякая фигня. Ой, извините. Вот, большинство моих коллег сохранили эту, может быть, наивную веру до гробовой доски. С нашего курса у нас было 200 с лишним человек, но осталось немного. Очень рано многие умирали. Как правило, большинство из них были редакторами региональных газет, кое-кто был журналистом достаточно известным, кое-кто книжки уже писал, кое-что романы делал. Один стал известным печником, бросился на свете, ушел в печки и прочее, прочее, но тоже очень известные печки. Я просто о том, что у нас сохранялась, может быть, иллюзорная, но и внутренняя, искренняя вера в значимость и необходимость своего труда. Постепенно, по мере движения, я наблюдал за студентами, эта вера очень, нет, не быстро улетучилась. В основном, конечно, после 2000 года. Я преподавал в МГУ много лет, вот с 80 какого-то года, да, почти 30 лет на журналистике. Потом ушел в Высшую школу экономики, полагаю, что там как-то поинтереснее, надо сказать, что там действительно было поинтереснее. А на сегодняшний день могу констатировать, что подавляющая масса студентов, люди очень практичные, очень прагматичные, их интересует именно профессия как таковая, не призвание, а набор профессиональных навыков, пользуясь которыми они смогут в этой жизни устроиться. Да, они хотят владеть профессией. Что с этой профессией дальше, их, честно говоря, как-то мало интересует. Ну, я время от времени, конечно, напоминаю своим студентам, вы не забывайте, что вы учитесь в университете, а не в ПТУ, что владение техникой – это лишь элемент профессии. Да, ну уметь снимать. Смысл. Но в ответ я вижу скептические улыбки. И по посещению преподавателей и лекций я очень хорошо вижу эту разницу. Там, где речь идет об овладении техникой, забито. Там, где речь идет о философских и социальных вопросах бытия или профессии, почти никого нет. Вот это существенное различие, которое, на мой взгляд, позволяет мне считать, что не созрело еще даже продвинутое сообщество наших сограждан к осмыслению смыслов и собственного существования, и целостной нашей системы. Пока так. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Спасибо. И вот, мне кажется, как бы продолжение вот этого вопроса Мария Ионова задает. Здравствуйте. Как вы считаете, журналист – это больше профессия или призвание? Ну, Мария, я полагаю так, что призвание – это внутренняя необходимость каждого человека. Каждый человек должен как-то объяснять и оправдывать свое существование. И каждый из нас придумывает себе объяснение и оправдание. И эта придумка резонирует с общесоциальными потребностями. Когда человек придумал себе призвание делать хорошие
вещи, тем самым удовлетворять потребность других людей в хороших вещах. Но есть профессии, которые в принципе опираются на призвание, где технологический компонент, то есть совокупность умений, является обязательным, но все-таки вторичным. Это профессии людей, занимающихся духовной деятельностью. Ну, я пока пользуюсь этими терминами, они не очень адекватны, конечно, любая деятельность духовна в неких своих ипостасях, но художник, писатель, журналист, да, политический деятель, люди, которые создают идеи и всякого рода смыслы, в принципе, должны очень отчетливо. Поэтому мне представляется, что некий образ призвания, ну, в других терминах миссии. Вот я себе придумал миссию. Я должен прояснить некие смыслы современного мира и помочь другим людям в лице студентов или тех, кто будет читать мои книжки, это понять. Ну, мне эта миссия помогает, во-первых, держаться, а во-вторых, книжки писать. Сами понимаете, писать книжки дело противное, долгое и не денежное, я вас уверяю. Совсем не денежное в России. Это детективы или любовные романы. Вот. Но, тем не менее, это позволяет мне оправдывать мою деятельность. Вот точно так же и журналист. Он, конечно, может овладеть всеми видами техники, и снимать, и монтировать, да, и управлять радио, и вообще и бегать, и пролезать, куда его не просят, и так далее, и так далее. Но рано или поздно все-таки хочется ответить себе на вопрос. И зачем? Я слишком рано, наверное, в детстве прочитал рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». И полагаю, что этот рассказ очень сильно на меня подействовал. Приходится задать себе вопрос. Ну, в какой форме, а нафига? Я помню, я ехал на такси вечером из аэропорта мимо здания «Газпрома» в Москве. Огромное. И вдруг увидел на высоте, черт знает какого, огромными буквами было написано «А нафига?» со знаком вопроса. Видимо, какой-то ненормальный на веревке спустился ночью, не знаю уж как это получилось, и написал «А нафига?». Вот этот вопрос, если человек хоть как-то обладает внутренним импульсом к своему пониманию, приходится себе задавать. Это по призванию личной миссии. Если нет ответа на этот вопрос, он никогда не будет значимым журналистом. Он будет просто автором, пишущим некие тексты. Ну, наверное, такие тоже кому-то нужны. Так, спасибо. Вот Евдокия Ефимовна, вы же хотели задать вопрос. Вы здесь, у вас... Да, я здесь, пожалуйста. да. Ага. Иосиф Михайлович, добрый день. У меня такой вопрос, да. Это не секрет, что печатные СМИ сейчас теряют свою популярность. У нас люди больше предпочитают получать новости социальных сетей, сетевых изданий, да. А вот почему в странах Азии, вот, ну, конкретно даже в Японии, да, страна, которая впереди всех технологий, да, там все гаджеты, вот эти все научные открытия, как бы у них, почему у них газеты популярны до сих пор и выпускаются большими тиражами? Хороший вопрос, спасибо. Значит, я сейчас пишу книжку, называется она, сейчас я вспомню, как она называется, «Концепция периодического издания». Ну, надеюсь, она в этом году выйдет. Я как раз размышляю, в том числе и о судьбе печатных изданий, или точнее периодических печатных изданий. Мой ответ, ну, во-первых, я могу добавить к вашему содержанию тиражи, большие тиражи изданий в прибалтийских странах. Финны читают очень много, потому что скандинавы много читают, очень много читают. Мой ответ примерно такой. Я еще буду над этим думать, но примерно такой. Интерес к определенному каналу коммуникации, традиционному печатному, к традиционному телевизионному или к мобильному каналам определяется не богатством и не наличием смартфонов, а культурой основной массы населения. Я делю все культуры на 3 класса. Культура архаическая. Это любовь к устному слову, к танцам, к песням, к личным контактам и прочее. Культура модерна, общество модерна – это культура к печатному слову. Дальше культура – это культура к аудиовизуальным и компьютерным технологиям.
Так вот, Япония, несмотря на то, что там полным-полно смартфонов, а также Скандинавия, страны Африки, страны исламского мира, Индия – это страны, которые либо находятся в ситуации общества модерна, общества больших корпораций, общества больших организаций, общества почтения к начальству и прочее, прочее. Соответственно, культура печатного слова там очень высока. Но газета – это не канал коммуникации. Газета – это знак социальной. Я читаю там какой-нибудь Токи Синбун не потому, что я верю, а потому что это солидно. Если вы помните, не, вы не помните, когда «Коммерсант» в Москве, то молодые люди определенного социального статуса в кармане, в пиджаке носили газету «Коммерсант» своим народом. Что я принадлежу к этому социальному. Передовая статья газеты «Коммерсант», первый номер, она у меня есть, в смысле, этот номер. Они писали: мы с вами новую социальную группу коммерсантов. То есть наличие газеты, наличие журнала означает, что ты принадлежишь приличным людям. Если вы помните, ну, вот, что называется, Олег помнит, наверное, выписывать толстые журналы в Советском Союзе было делом обязательным для любого приличного человека. Вот хоть какой-нибудь, но ты их выписывал. Читать определенные газеты было обязательно, потому что, ну как же, эпоха постмодерна все это снимает. Тебе не надо доказывать, что ты приличный человек, тебе не надо покупать одежду в определенном магазине, ты можешь ходить, ну, полного оборванца. Да, есть все миллиард. Миллиардер Баффет всю свою жизнь носит дешевые костюмы массового производства. Да все знают, что это Баффет. Я все время об этом. То есть Япония, несмотря на все обилие технологических изобретений, она еще пока там. Мне очень хотелось бы внятно выразить свою мысль. Наличие современных технологических ресурсов не обязательно означает развитость общества, в данном случае на уровне постмодерна. В Иране огромное количество всякого рода гаджетов. Но это жуткая архаика. Это где-то первобытный общинный строй еще. Поэтому мне важно, чтобы было понятно, что набор культурных схем организации жизни идет своим чередом, а умение уворовать технологические навыки или умение насытить новые технологии – это разговор. Вот в России у нас же цифровая экономика человека с помощью специальных устройств, но то, что мы с вами еще не в постмодерне, то, что мы не знаем, что такое права человека, мы не знаем, что такое свобода, пока о чем говорить. Вот мой примерный ответ. Логика, как я ее понимаю, развития общества, в том числе японского, все равно от архаики через модерн к постмодерну. Просто история, как писал Гегель и Маркс, старый крот, который медленно роет, но все равно он приходит туда, куда он считает нужным. Поэтому, несмотря на то, что в Китае тоже масса всяких технологий и все такое, и нам всегда говорят: вот видите, при господстве Компартии как можно далеко двинуться, для меня ничего не говорят. Ждем. Еще 100 лет ждем, может быть. А может меньше. То есть культурные технологии будут постепенно заставлять меняться социальную жизнь. А вот сколько это будет гаджетов, это вопрос уже 25-й. Спасибо. Я объяснил, нет? Идаке, вы довольны ответом? Да, довольны. Спасибо за ответ. Ага. Ну, уважаемые участники нашей встречи, пожалуйста, еще у кого есть вопрос? Иосиф Михайлович. Мне кажется, у нас очень интересный разговор, и у нас уже более рука. часа. У Иннокентия рука. Я вижу. Ага. Мы более часа. Иннокентий, пожалуйста, Иннокентий, вы подняли руку. Да, Иосиф Михайлович, очень интересно, очень интересное размышление, очень приятно.
что вы говорите, что вы сообщаете нам, да, ваше мнение, очень часто совпадает с теми нашими мыслями, которые когда мы здесь работаем и тоже когда философствуем, они совпадают. Это очень приятно. Да. И вот у меня такое мнение, вот насчет российской журналистики, мне кажется, это общая мировая тенденция. Мне кажется, сейчас идет, если не ошибаюсь, информационная жесткая война. И там, и тут применяются всякие различные приемы, скажем, да, и достойные, недостойные, вплоть до отключения микрофона и так далее, до прочего, там, скажем, связи. Как вы считаете, сейчас мировая журналистика тоже, опять же, что она переживает сейчас, да, в связи с изменением самого понятия глобализации, так? Тех устоев, этих, скажем, если раньше понятие глобализации, все мы единый мир, но сейчас после пандемии появились границы, появились паспортные там пункты, запреты на полеты. То есть все это поменялось. И в то же время риторика тех же самых средств массовой информации, тех же самых западных, которые были для нас, скажем, примером демократии. Вот в самом начале, когда вы сказали, что вот 50 не хотят на будущее, да, будущее, то есть это консерваторы, да, и те, которые 25 стремятся в будущее, то есть это демократы, либералы и так далее, ну, устойчивые, да, вот это термины, показывают, что на выборах наших соседей, да, партнеров или там оппонентов в Соединенных Штатах, например, победили, опять же, демократы при меньшинстве, опять же, да, то есть там вот как обучение вот выборов там средств массовой информации, как проводилось, каким напрягом, да, и что это показывает вообще мировой цивилизации, вот нашем мировой журналистике? Да, ну теперь примерно на часик я буду отвечать на ваш вопрос. Меня видно, да? Видно и слышно? Да, слышно. Ну, давайте по порядку. Конечно, не часик, очень короче. Первое, про глобализацию. Я исхожу из того, это я исхожу, я не говорю, что так и будет, что глобализация – это неотменимый тренд развития человечества. Ну, просто даже не о чем говорить. Рано или поздно человечество должно стать неким единым, живым организмом наподобие природы. Природа на Земле – целостный живой организм. Где-то вода в океане изменилась, на другом конце Земли киты выбросились на берег. Это для меня очевидно. Об этом писал Платон, Аристотель, да, Кант, Гегель, Маркс, Эйнштейн, Дзержинский опять же писал. То есть вопросов нет. Другое дело, что всегда есть социальные группы, более-менее значительные, которым эта глобализация поперек горла. Я их называю национально ориентированные элиты. Это те, кто хотят, чтобы страной правили они, а не пришлые варяги, чтобы все жизненные соки своего населения высасывали они, а не кто-то, и так далее, и так далее. Причем такие слои, такие элиты есть во всех странах, отнюдь не только в России. Поэтому сопротивление глобализации грандиозное. Однако эти элиты поддерживаются достаточно большим количеством населения. Почему? Потому что глобализация предполагает всемирную конкуренцию на всех уровнях. То есть это означает, что булочная, ну вот я, допустим, живу на улице, где есть 3 булочных вокруг моего дома. Одна российская, одна немецкая, одна французская. Ну так получилось в те времена. Я даже не буду описывать, как выглядит российская булочная, да, и тетенька в российской булочной, и как выглядит французская, где молодой красивый мужик в белых перчатках, да, улыбающийся, повязки и прочее, выдает мне французскую булочку. Я о другом. В рамках конкурентных отношений есть страны, которые целиком будут проигрывать. Есть огромная масса людей, которые
квалификационному уровню никогда не потянут. Я работал в одной американской компании, которая по повелению своего хозяина, очень любившего Россию, решила открыть филиал в России. Купила здесь 5 заводов. А потом нам поручили проверить производительность труда в разных филиалах. Оказалось, что если сравнить производительность труда американского рабочего, то производительность труда российского рабочего примерно 25%. Мексиканского 17%, британского 40%. Я не о том, что американский рабочий хороший. Я о том, что технология работы организована так, что он вынужден хорошо работать, иначе он вылетит чертова матери очень быстро. А в России, я помню, хозяин велел нам перестроить организацию работы на заводе. То есть, перестроить. Надо бригады, которые там были. Мы предложили, никого увольнять не будем, бригады переструктурируем, будете работать каждый по отдельному заданию. Там была забастовка, не троньте наши бригады, мы любим друг друга. Я все время об этом. То есть против глобализации выступает не только национальная элита, это очевидно. Против глобализации выступает огромная масса людей, которые смогут результаты в рамках всемирной конкуренции. Ну вот, это первое, что я хотел вам сказать. Второе. Ну да, я все-таки подведу минимальный итог. Я убежден, что то, что сейчас происходит, это вот тот самый предлог, за который ухватились и национальные элиты, и некоторые массы людей, чтобы приостановить процесс глобализации. Ой, слава богу, да, эпидемия, ни за что, всех пошлем, границы закроем. Но я наблюдаю тоже за ситуацией, я вижу, как радостно правительства разных стран говорят, а вы нам всем не нужны, мы сами по себе. Ну, это отдельный вопрос. Второй вопрос – информационные войны. Да, я не отрицаю, что, слава богу, горячие войны постепенно замещаются информационными войнами. Конечно, в конкурентном поле происходит борьба за выживание и за захват территории. Мы имеем мощную американскую производственную систему, которой надо куда-то свой товар сбывать. Ей нужен рынок. Китай рынок, Россия роскошный рынок, огромный рынок. Да? А вдруг получается так, что кто-то из российской элиты говорит, мы вам наш рынок не дадим, мы будем развивать собственное производство. Какое производство? Какого качества? Это не ваши дела. Естественно, начинается борьба за рынки. Я бы так полагал, что нет никакой политики. Здесь речь идет о рынках. Причем здесь журналисты, я, честно говоря, не знаю. Это дело совсем других структур. Информационные рынки реализуются, назовем так, пиар-компаниями, пиар-структурами. Да, всякие людьми, которые знают толк в информационных войнах. Другое дело, что некоторые журналисты продают свое перо организаторам информационных войн. Ну, что называется, каждый выбирает за участие в информационных войнах хорошо платит. Причем не только стороны, но с нашей тоже. Да, вы сравните доходы каких-нибудь наших, извиняюсь за выражение, политических обозревателей, ведущих ток-шоу. Хорошие доходы. Поэтому мне кажется, что мы должны разводить понятия мировая конкуренция, информационные войны и деятельность и поведение журналистов. То есть запретить журналисту продавать свое перо, мы не называть его журналистом. Поэтому мировая журналистика пока, я не знаю, в какой мере вы знакомы с американской журналистикой, но там огромное количество разоблачающих именно американский бизнес. То есть у меня просто море книжек, написанных американскими журналистами, которые выступают резко американский бизнес, которые ведут себя непристойно, скажем так, и в странах до Китая, и в Африке, и во всяких книжек. То есть эти люди, эти журналисты, Томми Кэмпбелл, это у меня там 2 книжки стоит, да, который писал про то, как американцы пытаются захватить Канаду, и другие страны. Много книжек. Поэтому я исхожу из того, что журналист либо понимает, что он не ручка в чьих-то руках, а это человек, который, как тот Катон, повторяю все время,
помогает людям понять, что происходит, либо он просто учил складывать буквы в слова и продавать свое перо. Ну, извините, я бы не называл их журналистами. Мгм. Спасибо, Иннокентий. Ответ достаточный? Ну, Да. ожидаемо. Ожидаем это еще лучше, конечно. Да, отлично. Ну, уважаемый Исаак Михайлович, мы работаем уже почти полтора часа прошло уже, да? Ну, я думаю, нам надо завершать. Спасибо большое, что вы согласились принять участие, ответить на вопросы нашей редакции и наших студентов-магистрантов. Мне кажется, это очень важно, и они задавали те вопросы, которые кажутся им сегодня актуальными. Поэтому большое спасибо. Так что, ну, как сказать, может быть, еще два слова, обращаясь к якутским журналистам, якутским студентам. Пожалуйста, Исаак Михайлович. Ой, Пожелания. Бога ради, я совсем не чувствую себя гуру, который может давать какие-то пожелания. Единственное пожелание – продолжать сохранять хладнокровие и, как бы это поаккуратнее выразиться, некой внутренней в рамках происходящих событий, которые все время стремятся сбить нас с толку, да, и сделать нас инструментом в чьих-то руках. Да, каждый должен отвечать за свои поступки, за свои действия и получать удовольствие от того, что он делает. Ну, мне кажется, так. Спасибо, отлично. Мне кажется, это очень хорошее завершение нашего разговора. Спасибо. Ну и до встречи, так сказать, в эфире. Да. Уважаемый Спасибо. Исаак Михайлович и наши дорогие магистранты. До свидания. Всего доброго, коллеги. Спасибо, До свидания. до свидания.